Добрый день, уважаемые зрители. Пятничный выпуск Экса продлится 15 минут, и потому у нас есть прекрасная возможность более подробно рассмотреть гонку без правил номер 9. Ее краткую версию мы предлагали вашему вниманию 2 недели назад. Ну, на этот раз пояснять ситуацию будут субтитры. Первым будет идти имя активного гонщика, а вторым – имя пострадавшего. В этом месте давайте сделаем паузу. В таком боевом снаряжении сошлись те же москвичи в конце марта на Белом озере, в первом ледовом побоище. Правда, ожидаемого сотнями болельщиков побоища все-таки не получилось. Ну, вы сами можете сравнить старт классической беспредельной и ледовой гонок. Могу только предположить, что стиль вождения на льду для многих участников оказался слишком экзотичным. Ну и в результате резвый старт на льду оборачивался для многих пустой шлифовкой льда, малой скоростью. Ну и на саму, собственно говоря, страсти почти все перевороты были не боевыми, а результатами ошибок самих пострадавших. Как знаете, возможно, что со временем и наработкой опыта ледовые побоища станут такими же захватывающими, как грунтовые.
суперфинальный заезд организаторы гонок пустили против часовой стрелки, чтобы несколько взбодрить участников соревнований. Призовую тройку девятых гонок беспредельщиков составили Валерий Березин, номер 17, Николай Бадаев, он выступал под 30-м номером, он же вышел и победителем первых ледовых гонок без правил. И третий призер гонок Сергей Полянских, номер 32. В следующий раз мы увидим с вами беспредельщиков на полигоне «Патриот» в конце сентября. Всего доброго!